Меня зовут Marcin Мамонь, фамилия Мамонь. Ну, я поляк. Первый раз в Чечню или на Кавказ вообще я попал в конце 94-го года, с начала 95-го. Я вот, как сказать, фрилансер. Ну, вот, я человек, который работает вот для разных телевидений. Особенно вот, я снимаю документальные фильмы. Тоже там статья пишу, вот так. Ну, и для польского телевидения, и для другого, в смысле или там BBC, Channel 4, там другие телевидения немецкие. Сейчас для немецких телевидений много работаю. Вот так, постоянно кручусь по разных странах. Но, скажем прямо, что вот я начался всю мою, скажем, жизнь как журналист, да, от Чечни. Это была первая война в моей жизни, в смысле, как для журналиста. Ну, я там несколько раз ездил, но в смысле, последний раз я был в 25-м, если я не ошибаюсь, да, в 2005 году. Потом мне вот русские запрещили уже в Россию просто легально работать или вот даже поехать. Я не могу там. Потому что вот последний раз мы вместе с Томком взяли вот этот интервью с Доком Маровым. И поэтому просто они нам запрещили вот уже весь там. А так я даже, если будешь спрашивать мне, сколько раз я был вот в Чечне, я даже не помню, но много раз. Это первый раз это 10 лет, почти 10 лет. Каждый год, один раз, два раза, три раза, вот я работал в Чечню. Всегда с чеченцами, в смысле, вот, с настоящими чеченцами, а тоже я два раза, знаешь, что вот ФСБ в Москве, они организовали вот поездки, чтобы вот показать, что они там делают, вот, как Чечня расцветает, вот, как там хорошо, да, вот так. Ну, конечно, это было все, как сказать, херня просто это было, это просто неправда. Я знал об этом, но просто снимал, чтобы просто показать миру, как они вот это показывают, вот Чечню, вот какая их работа, вот так. Вы знаете, вот я снимал, например, документальный фильм про Шамилю Басаеве. Вот. Я взял интервью и вот с ним, не взял интервью, только встречался вот с Дудаевым, там в 95-м, да. Ну, с Гилаевым мы шагали по горах вместе, ну вот это была самая хорошая поездка в Чечню для меня. Это во время Второй войны. Ну, скажем, я почти там всех вот известных людей ваших, вот с ними познакомился, вот. К сожалению, большинство с них уже их нету, они уже шахидами стали. А Гилаев для меня это был самый чистый чеченец, которого я в своей жизни просто встречался. Вот. Он человек, как сказать, не только авторитетный, не только умный, он знаете, не знаю, или по-русски это слово по-русски существует или нет, он харизматический человек. Вот он, это для меня, вот знаешь, вот в своей жизни ты сможешь вот встречаться с многими людьми, но вот его никогда не забудешь. Если ты с ним встречаешься, тогда вот это уже на всю жизнь ты его будешь вспоминать, этого человека. Вот. Не знаю, что больше. Он как настоящий вот друг для меня. Такой человек был. Мы приехали вот в Россию, вот, и так получалось, что вот мы ехали через Беларусь. А вот в Беларуси нам штамп не поставили, вот, что мы попали в, скажем, бывший Советский Союз. И потом, когда мы прилетели в Нальчик из Москвы, нас сразу взяли вот этот, милицейские, и там вот, не знаю кто, или ФСБшники, что у нас штампа нету, вот такая ситуация.
А мы должны, вот это в Нальчике было, и мы вот ну, как-то уже полгода работали, чтобы встретиться опять с Шамилем Басаевым. И его люди уже нас наблюдали и знали, что у нас проблемы с этими милицейскими. И поэтому нам это не повезло. И вот с Шамилем мы не встречались тогда. Но мы старались, конечно, через интернет, через там Стамбул, не Стамбул, другие города, скажем так, просто выйти вот на связь вот с боевиками, да. И получалось так, что вот, ну, Дока согласился. И нас просто там, мы встречались там, ты знаешь, на Бакинской дороге есть вот там, это рядом Нестеровки, там есть автомойка, там вот что-то такое есть. Помнишь вот такие места, да, наверное, да? Ну и там просто приехали за нами люди, вот, от него, взяли нас в село, там мы ждали, когда вот уже солнце, как закат, чтобы после заката просто попасть дальше. Ну и другие люди нас взяли, там поменяли еще машины, все там меняли вот несколько раз. Ну просто вот это в Аштах это было. Все Ашты, да, мы там встречались вот с Докой. Но это буквально где-то сколько, 2 часа мы там разговаривались. Ну, конечно, о войне, конечно, о том, что о Кадырове особенно там очень хорошие вот интервью взяли. Кто он на самом деле. Ну, вот так просто. О том, что это происходило тогда вот в Чечне. Но это Дока, это тоже... Там, знаешь, что вот, много людей говорили, что вот Дока, вот он там, или там, ну есть там сказка или правда, я не знаю точно, но есть, что он убежал из этой, с больницы, что якобы он работал на ФСБ, вот есть такие, да. Но для меня он чистый, вот, абсолютно, ну, так скажем. И знаешь, я думаю так, вот, есть люди, которые могут разные вещи говорить, но те, которые говорят так, что вот этот ФСБшник, этот вот ГРУшник, этот другой и так далее, постоянно эти люди, ну вот, живут, вот, например, в Вене, или вот в Лондоне, или вот там в Париже, и в других местах, там, где войны нет. Вот, а он где? Он жил там, да, и воевал до последних своих дней. И я за этого его уважаю очень, так скажем. Знаешь, вот даже мне, ну, человек, который рядом его был, но там несколько лет, вот с ним в лесу, да, он и сказал, что вот, ну, есть разные вещи, что вот он погиб, потому что его отравились, да, вот там люди, но он мне сказал, что вот это, наверное, это сказка, он просто столько лет уже там в лесу жил, что он уже, скажем, ну, не то, что он старый был, но просто сколько можно в лесу просто, ну, жить. Там здоровья уже нету, там даже говорят, что у него зубов вообще не было. Ну вот так. Ну, и когда я узнал, что вот это такая ситуация, это, знаешь, это я уже знаю, что вот это не простый человек, Дотка. До конца вот он там держал пост. Да? Ну, например, Ваху Асанова, с Асановым встречался, снимал, знаешь, вот этот документальный фильм про Ходжи Мухаеву тоже. С Зелимханом даже встречался, даже в Доху, вот там несколько раз был. Даже знаешь, что вот я его видел последний раз где-то неделю перед, когда его убили. Вот. И даже чеченцы некоторые думали, что вот якобы там, я там с другом был, что якобы, ну, мы это все организовали, понимаешь? Вот. И даже побоялись, что вот, пожалуйста, ну, если они так думают, тогда нас убьют сразу. Но это месть, да? На самом деле, конечно, все знают, кто его убил, да? Ну что, ну сколько их еще там было? Ну, как? Ну, с Алманом Бакаевым тоже там дружили. И дружим. Ну, попали там, ну, нас скажем, пригласили чеченцы, да? В Сирию. В Сирию, да. Вот так получилось, что вот, ну, когда мы перешли границу, вот, но их там не было. Просто они ехали, но просто чуть-чуть опоздали, но просто... И мы попали в руки других людей.
Это были вот, ну, арабы с Нусра, с этот, Джабат аль-Нусра, да? И они нас взяли просто, ну, украли нас, ну, как обычно, да? Хотели деньги за нас взять. То, что мы сейчас, ну, сидим, общаемся, да, это потому, что вот они нас спасли. Ну, конечно, это первый Всевышний, но вот они, ну, как скажем, руки Всевышнего, просто нас вытащили с рук этих, скажем, ну, нехороших людей, вот с этой Нусры. А кто это были, которые вас освободили? Это был вот Ваха Габаев и вот Ваха Бугаев. Ваха, кличка Хамза, он героический человек. Я с ним встречался вот первый раз уже 16 лет назад вот в Чечне, вот в горах. Он был самый близкий, вот, скажем, человек Гилаева тогда. Вот. И он просто, когда узнал, что нас просто украли, тогда положил наше дело в этот шариатский суд в Идлибе. И якобы, я не знаю точно, как это произошло, но этот шариатский суд сказал, что вот эти нусрийцы, которые нас взяли, это неправильно сделали, потому что вот, хотя мы кафиры, конечно, я католик, христианин, да, но если нас мусульмане пригласили, тогда они должны нам помогать, а они нас просто похищили. Вот, и это нельзя было так делать. Но вот, понимаешь, ну, сколько он времени потерял, но просто, скажем, потерял, чтобы нас вытащить оттуда, я знаю. Не он только, там тоже Абдул-Хаким очень помогал. Другие чеченцы тоже там были подключены под это. Но, конечно, вот есть человек, который вот, но самый главный, чтобы нас просто организовал помощь, чтобы все просто нам помогали тогда, когда нас держали нусриты. Это был Шамиль Скакова, Эбиев, вот, он очень хороший, он просто каждый день постоянно звонил в Сирию, разговаривал, ну, знаешь, вот, как, ну, скажем, как командир, вот так, ну. Да, если, ну, я прямо говорю, что вот чеченцы нас спасли, это да, это, так было, на самом деле.